یک جای خوب آمدیم. رنگ دچه آوریم. رنگ دچه اگه خرید خونه Сейчас мы остановимся и потихонечку вы будете выходить. هر خونه در نگاه کنید چیه؟ خانه ها در همه آدم هایی که همه خیلی هستن همه خیلی آدم ها زندگی میکنن. میریم یک جای دیدن میکنیم. سالهای قدیم در چه خیلی روز زبان ها زندگی میکردن. یک جای میریم حرکت میکنیم. پیشوازگیری آردی؟ شركة я не знаю, что это. Час езды, и мы приехали наливку какую-то пить. Решить наливка, настойка. Да. Давай, давай. Немножко отдохнули в нашем отеле. Комплекс ясно. Салам алейкум. Салам, салам. Салом алейкум. Ио турк забоно будаган вақтишда. Ай турк забоно жудо шудаган. Первый раз видим, а все равно приветствуем ваших близких родственников. Почему? Да потому что для нашего народа никогда, испокон веков, не было ни чужих детей, ни чужих людей. Все, кто рядом с нами, это всегда близкая родня. И до сегодняшнего дня в традициях нашего народа встречать гостей как самых близких своих друзей и родных. И, конечно же, мы будем вас сейчас угощать нашим национальным напитком, но по нашей традиции. А в традиции гостевые песни. Это огромный жанр музыкальной культуры, гостевая песня. Именно гостевая песня собралась Як бором? 17 регионов страны, а близких родных. Именно о традиции гостеприимства наш сегодняшний фестиваль. Правда, финальный концерт у нас завтра. Мақсад мehmonавозишон ранги мо тоҷикон. Ё турк будаган. Мы сейчас чуть можно вот, да, немножечко можно, да, отойти, и потому что мы хотим исполнить вам наши гостевые песни. Чуть позже я расшифрую и переведу с чувашского на русский, чтобы было понятно, что же мы такое поем. Если можно, прям пошире, да. Наши гости, участники, финалисты, вы также Калсо. мы тоже вас будем встречать. Белгород, проходите. Мы тоже почти такие же. На сцену завтра выйдут, вы даже не представляете, почти 100 человек с разных регионов страны. Перевод этой песни звучит так. Нас плывет река, переплывает, так старается. Мы ждем своих близких, родных. В доме красоту навели, такую чистоту, что можно белое яйцо по полу катать. Когда приедут наши близкие родственники,
будем жить одной большой дружной семьей веками. Вот такие слова звучат в гостевом приветствии наших близких родных. Привет. Красивый родительский дом, да никак не развелится во вселенной он. Мы приедем, наполним песнями своими родительский дом. Красивый большой родительский дом, да никак не развенится во вселенной он. Наполним танцами своими его. Пусть звенит во всю вселенную родительский дом. Очень глубокие слова о значимости родительского крова, родительского места, куда собираются все наши родные. Ну и, конечно же, мы угощаем вас национальным напитком щербет. Его готовили 3 раза в жизни. На рождение человека, на перерождение и на рождение семьи. Мы готовим как на рождение семьи. Этот напиток сделан от травок. Şerbet, Шикарный Şarbat, энергетический напиток, şarbat. который дает Şarbat mı sigara? и веселье. Ha, umut şarbat mı sigara? Yok, Turkoy içine, Turkan. Yok, kadın. Akedi smro. Amir ozi çi gufta geldi. Şerbet bu yani şarbat ihmam bak. Am da tojiki Şerbet, şarbat mı? şarbat. Şarbat çeşidi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şarbat içeşine. Ну и по нашей традиции гостевые песни, шарбат как хмур. правило, всегда перетекают в танцы и в пляски. Это правило такое. Limon boşu bir А fırsat потому koydu. мы сейчас с вами Şerbet. Это по-таджикски şarbat. Şarbat. По-башкирски щербет. Şerbet. Это туркоязыческий, да? Да, мы башкиры. Башкиры? Башкиристан, да, я понял. Да. нашего фестиваля «Ясно музыка». Как На этом не фестивале «Ясно таджикский, музыка» участвовали этот 100 национальный. коллектива и Мы разных понимаем, регионов узбекский нам понятно. Я понял. Казахский, турецкий, Понял. И все туркоязыческие. Я парсический. Да, Парсический Парси, язык. Да, парси. Вот. 34 региона приняли участие в этом году. И, конечно же, Спасибо. мы определим лауреатов Рахмат, ташакур. Ташакур. Рахмат. Ташакур. клипы на их песни, которые поют они на своем родном языке, используя свои национальные музыкальные инструменты. Ташакур. Рахмат. Аутентичность песни не погасла, чтобы она не умерла и чтобы она сохранилась. Специально для молодежи мы делаем это. Где-то точки гап задам, где рахмат был, ташакур был. Наша старинная песня всегда жила. Друзья мои, мы сейчас беремся за руки и идем на хороводную площадку с тем, чтобы продолжить наше путешествие. Kor haftanın için tez oranları. Pudina'yı khmona, binin pudina. Чего? Кушали. 5 секунд. Так, давай, Ника. Как говорят мужчины, часа 2 точно было. Нафти умеджу, нафти.
пожалуйста. Беремся за руки, друзья, дружно за руки возьмемся, да друг другу улыбнемся. Настроение высший класс, хоровод начнем сейчас. Станем дружно в хоровод. Начинаем его ансамбль Янтал. Итак, пожалуйста, полукругом встали, пожалуйста, все гости. И... Так, пожалуйста. Все гости встали. Друзья мои, будьте добры, вот так большим полукругом встаньте, пожалуйста. Благодарю. Вот да, все подтягиваемся, и вот так большим полукругом сейчас мы все дружненько встанем. Друзья, проходите, пожалуйста, подтягивайтесь. Телевидение ждем. Ждем. Подтягивайтесь, пожалуйста. Мы открываем, мы на самом деле открыли наш фестиваль. У нас сегодня были Сегодня были мастер-классы от наших участников, финалистов. И сейчас с гостевой песней выступит фольклорный ансамбль Чувашской республики Янтал. Трижды лауреат нашего конкурса «Ясна музыка». Это выдающийся коллектив в плане сохранения наших традиций и сохранения аутентичной песни. Пожалуйста, музыку. Раз, два, три, включите нам музыку, пожалуйста. Такой вот он стоит, что это значит? Sana buraya. Hop.
خلاصه هر ملت هر خیل بزم داره، هر خیل خرسندی داره. نفرانی که مرا نقد میشناسن میدونن که من 20 سال عمرم در توی معرکه ها گذشته. قریب که مانند همیه چیه؟ مانندیش چیه که همین ما همین که میرفتیم بزم، بازی، دست روغن گیرک، عروس بینک، خدمت توی، تمام بزم و چیه تاجیکی رو من گذروندم. این خیلی قریب که مانندن در تئاتر مانند، در جایی که جمع میشویم هم خیلی رقص و بازی میکنیم هم از قریب که ماننده. فقط هر ملت چی خدشه داره، رای خدشه داره، کاری خدشه داره. نه قریب که ماننده. Дружно за руки возьмемся, да друг другу улыбнемся. Давайте все дружненько настроим, высший класс. Паровоз начнем сейчас. Все, друзья мои, все. Давайте. همه کسا دستی به دست بفکر میکنی؟ давай едем. همه کسا دستی به دست میکنی بفکر. заходи за елку. вот там, афина, она не елка не. Давай, да. Hop. Salam alaikum. Assalomu alaykum. Yam salom megan, tashakkur megan. Salom. Salam alaikum. Salam. Yam kheli biday khulosam. Salam. Валейкум ассалам, валейкум. Подожди, извини, вот. Да, бегом. Mehmet Hanım'a boyunca başladı. Давай, бегом. Аруса грязным тупо. Давай. Обратно. Раз мы русские, а где точно? Ну здорово, вы бегаете. Ну что, до утра бегаете? Есть. Отлично. Такая Опа, еще раз. Опа. Ну что, похлопали друг другу. Спасибо. Рахмат. А сейчас еще быстрее. Хотите? Конечно, хотите. Как же наш хоровод без вас? Вот. И на нашей поляне мысли материализуются. Почему? Потому что эту поляну основал древний болгар-чуваш Ижек. Был такой у нас полководец, который в конце 13-го, начале 14 века выводит из Золотой Орды свой род и племя, не принимая новую исламскую религию, и сохраняя веру в Бога единого Тура, верховный бог в нашем пантеоне богов, вот обосновывается здесь, у истоков реки Унга, основывает первое село, которое называется Ижек-Яли по-чувашски. Ял – деревня, Ижек – имя древнего полководца. И вот, когда наши древние чуваши основывали главное материнское село, они основывали и главное место моления богу Тура. В 5 верстах на северо-восток закладывали священную Дубраву. И вот если сейчас от нашего центрального села Ижек-Яли мы измерим эти 5 верст по современной карте, то в аккурат получается та поляна, на которой мы с вами сейчас и находимся. По-чувашски она называется Янгар-Ужья, что в дословном переводе означает «открытое светлое пространство».
Почему открытая? Потому что мы с вами, друзья мои, сейчас находимся на самой высокой точке Чебоксарского района, 209 метров над уровнем моря. Ну, как в сказке, да, высоко сижу, далеко гляжу. А почему светлая? Потому что раньше здесь росла священная Шоркинская дубрава. Но, к сожалению, друзья мои, дубрава была вырублена в советское время в строительных целях. Один единственный только старик-великан, дуб Кереметь, которому 400 лет остался в живых. Мы к нему подойдем, загадаем около него желание, и оно непременно исполнится. أنا دختري توجيك Альбом Хаджанга Мекна. دختري توجيك 500 страниц романа написали, видите? Так что я вам тоже советую заветное желание свое в голове сформировать по ходу нашей экскурсии. Ну что, все собрались? Сейчас, я так думаю, да? Пойдемте на нашу первую остановку ко входу в волшебную поляну. Сегодня мы с вами претерпели три вида асфальта деревенских. Обычный асфальт мы с вами уже знаем, что такое. Сейчас мы с вами идем по мягкому асфальту. Это щипан. Есть крестная стружка. Есть еще один асфальт, это дощатый асфальт. Есть третий асфальт, это спильный. Вот так вот в деревнях Один мобильный ислама قبول نکرده میگه عده نقشون ریلیگی کرده هم خیلی خیلی بفهمید обустраивая дорожки. Мы сейчас с вами подходим ко входу на нашу поляну. Здесь вот остановимся и послушаем нашу древнюю историю. Дело в том, что мы с вами заходим в лес, друзья мои. А в лес заходить нужно правильно. Давайте сейчас остановимся, я вас научу, как это надо делать. Полукругом станем. Да? Наши бабушки, когда заходили в лес в древности, они всегда говорили так: здоровайся. Нужно здороваться с лесом. А когда мы маленькие их спрашивали, я спрашивала: бабуля, а с кем здороваться-то? В лесу ж никого нету, правда? А как, говорит, нету? Вот родственники растут. Дуб — это папа, а те. Липа — это мама, а не. Шишки, орешник — это братик. Береза — это сестра. Есть тесть, теща, свекор, свекровь. Ну, в общем, все в лесу есть. Поэтому с ними надо здороваться. Вот такое бережное отношение к лесу. Ну и, конечно же, раньше в нашей древней культуре все вот эти природные силы обожествлялись, одухотворялись, и каждой природной силе придавался отдельный божественный смысл. Давайте мы с вами полукругом станем, как культурные туристы, потому что сзади меня не видят, а им хочется меня слышать и видеть, правильно? Вот, не будем так единоличниками. Вот. Ну и, конечно же, этих богов и героев у нас в нашем древнем пантеоне богов очень много. Наши исследователи насчитывают около 200 богов раньше у нас было. Почему так много? Потому что любая природная сила, ей придавался божественный смысл. Одних только шиври богов воды было 24 бога. Бог родника, ручейка, речушки, малой воды, большой воды, прудца, озерца и так далее. 24 бога, только связанные с водой. Вот видите? Ну и здесь вот на входе на нашу полянку вас приветствуют два героя наших чувашских легенд и сказаний. Справа от меня, слева от вас это Пихамбар, покровитель природы, лесной живности, домашней живности. В сказках чувашских он имеет двух помощников. Первый помощник белый волк, вот он внизу, помощник на земле, а второй помощник на небе орел. Он прячется в кроне дерева вяза. Вот, кстати, вяз, он все сейчас цветет, видите, такие белые слюняшки. Вот под ним стоишь, и как будто бы, вот видите, дождик капает. Почему у нас вяз? А вяз — это символ тестя. Почему у нас тесть плюется, я не знаю, обычно говорят, теща плюется. Но видите, вот так вот, видите, символ тестя. Вот. Так вот, Пихамбар до сих пор используется нашими чувашскими охотниками. Когда они идут на охоту, то они, обращаясь к Пихамбару, говорят следующие слова. «Эх, Пихамбар, хавьютуна или сыкай, забери своего белого пса, белого волка, чтобы тот не мешал охоте». А в старинных чувашских легендах есть такой сюжет. Куда шла белая волчица, за ней шли племена наши, и где она остановилась на логово, там и остановился наш род. И с левой стороны, с правой стороны от вас, с правой стороны от вас это Пилюхща, богиня судьбы. Она в сказках имеет два кувшина с добром и со злом. Из какого кувшина мы будем пить, тем мы и станем. А в руках она держит книжку судьбы, где на каждой страничке судьба каждого чуваша написана. До 200 богов. Ну и мы с вами сейчас тоже зайдем на эту волшебную полянку с добрыми мыслями, потому что наши бабушки учили себя правильно вести на таких полянах. У каждой деревни были такие места, которые назывались кереметищами. В этих местах производились древние сакральные обряды обращения к богу Тура. Ну и вот на таких местах бабушки по-чувашски говорили так. Керемет варнинджу, зал
уж Симан Пидор. На месте Кереметь плохие мысли не держите, учили бабушки. Почему? Потому что все мысли на этом месте исполняются, как плохие, так и хорошие. Так вот мы с добрыми мыслями зайдем с вами на нашу полянку и узнаем древние самобытные секреты нашего народа. И следующая наша остановка – скульптурная композиция девичьего головного убора «Тухья». Давайте подойдем к ней. اینم گرمخانه داشتن دیدین اینا گرمخانه سک این گرمخانه های اینا از خونه های برام شده Хранили и старинные орудия труда, и орудия труда, связанные с нашим древним чувашским напитком пива. И, конечно же, такие лощи дошли до наших дней. У каждой бабушки в любом чувашском дворе есть такие лощи-пивоварни. И пиво наш древний сакральный напиток. Мы этот напиток, друзья мои, пьем 20 веков. Еще золотые горы Алтая, со Средней Азии, когда мы граничили еще с Индией. Представляете, в Индии этот напиток так и называется, как и у нас, у чуваш, сыра. У них также звучит сыра. Отголоски до сих пор сохранились. Вот понимаете, какой напиток? И до нас дошло в современном состоянии до 40 рецептов пива. Керсери, херсери, туйсери, акатуйсери. Каких вариантов сыра только нет. Этот древний напиток готовила самая старшая женщина в роду. И обычно готовила 2 раза в год. اینو با چون Который был послан на землю для того, чтобы раздать чувашам счастье. Но, к сожалению, у него был сундук со счастьем. Но, к сожалению, чуваши его не поняли в легенде, как сказано, и подговоренные узалами, злыми силами, убили сына бога Кереметь. Очень похоже на Иисуса Христа, правда? Тоже сын бога, убит, непонятый. Вот. У многих народов есть такие сюжеты, у нас это связано с образом Кереметь. Так вот, убили, и дальше что случилось? Сундук со счастьем поднялся в небушка, с тех пор каждый чуваш живет свое счастье сам. Расскажи, пожалуйста. Нет, а этимологии... Этимология имени? Да. Здесь, наверное, просто как Просто мы языческое, вот у языческое казахов название. Керемет это Да. Будь здоров. Вообще слово «кереметь» двоякое отношение. Ну, то есть, Сейчас ты сам давайте Саламат все был. пройдем. Хороший вопрос, я отвечу сейчас. Слово «кереметь» по-разному воспринимается у разных народов тюрков и у финно-угров. Кто-то считает, что это злой дух, кто-то считает, что это добрый дух. Но мы с вами уже легенду помним. Изначально это дух добрый, поскольку нес нам дух защиты. А вот там медведь есть, медведь. Лес, лес. Рахта колони шебни. Православие. На самом деле в нашей мифологии слово «кереметь» – это дух справедливости. Каждый получит свое. Добрый человек получит доброе, злой человек получит злое. Поэтому бабушки как учили, помните, да, еще раз повторяю. Кереметь воронеге узал чуваш Симан Пидор. На месте кереметь плохие мысли не держите, все мысли исполняются. Что посеешь, то и пожнешь. Поэтому желания должны быть созидательные. Итак, мы с вами подошли к дубу, памятнику природы Чувашии и России. С 2008 года дуб вошел в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы за ним ухаживаем. Действительно, за ним нужен уход, потому что, видите... گفت که برای پیوا کردن ما گفتم ما همون پیوایی خدمت حدود 6 ماه مرنا خلقتی نمی برای پیوا کردن اینو برای پیوا گیری گاو زد با ما اهمیت ندادم گفتم خیلی پیوا بدید این درم اومد گفت که اینجا برای خیلی پیوا میکردم پیوای خیلی پیوا و خیلی اینا ایش مایده چو شد هر خلاصی اینجا داد آسیاب شد این خیلی آسیاب شد همینجا همش برای همین پیوا کردن خلاصا همه چیزه همین قدیمه بعد بفهم که دیگه پیوا بدن اینا این تواروش میدن این چوش میدن این ماشایی باید که مقصد bez alkohol پیوا بدن که همین مقصد که سپریت نمینداختن هم پیوا میکردن برای زمستان خودشون خمون اینا چی میکنیم ساک میکنیم چی میکنیم هرچی بانکود محکم میکنیم یا ما خیلی هیچشون بدن همین اوقات بسیار همین خوراک بسیار تیار میکرده ایشون نه که خمون بانک بسیار میکنه